Я вернусь к вам каким-нибудь камнем или маленьким хрупким цветком. Нелегко будет вспомнить тогда мне, как я близко был с вами знаком. Прорасту возле сельской дороги под бемеканье всяких козлов. И молчание мне станет дороже самых громких, пронзительных слов. Но от ястреба мышь полевую вновь укрою, ей жизнь сохраня, похмелившись дождем после бури. Минерал, бесполезный сорняк. Александр Алшутов. Здравствуйте. 12 февраля 1999 года перестало биться сердце Александра Яковлевича Алшутова. В республике Коми и за ее пределами Александр Яковлевич был известен как талантливый поэт, публицист и правозащитник. Постоянные телезрители программы «Отрицание-отрицание» помнят Александра Алшутова и как автора рубрики «О самом главном». Сегодня в нашей передаче вы увидите видеозапись, которая еще не была в эфире. Это так называемый рабочий материал для рубрики «О самом главном». Александр Яковлевич размышляет об интеллигенции. Мы решили показать его монолог, ничего не сокращая и не приукрашивая. В этой видеозаписи, которая длится чуть более 18 минут, вы сможете увидеть Александра Алшутова таким, каким он был, с независимыми суждениями, быть может, иногда граничащими с резкостью, с полифоничным мышлением, а главное, с огромным желанием поделиться своими мыслями с телезрителями. Тема нашей сегодняшней рубрики «Интеллигенция и народ». Сразу должен оговориться, что такое деление надумано и искусственно. Происхождение слова «интеллигенция», его этимология слова, как говорят филологи, происходит от слова «интеллект». По-немецки «интеллигент» значит «умный». У нас было принято в нашей истории делить интеллигенцию на дворянскую интеллигенцию, яркий пример, из кого вышли декабристы, на разночинную интеллигенцию, это Добролюбов, Черешевский, Писарев и так далее. Ну и дальше, значит, на нашу советскую интеллигенцию после Октябрьской революции, которую целомудренно называли прослойка рабочей интеллигенции, то есть это не класс, а это прослойка. Ну, я должен сказать, что отношение к интеллигенции во все времена было разное. Скажем, в советское время появился такой термин «гнилая интеллигенция». Яркий пример такого отношения к интеллигенции, пусть вас это не удивляет, бессмертный роман Ильфа и Петрова «12 стульев», «Золотой теленок» и такие хорошие писатели, как Ильф и Петров, создали образ Вячеслава Лоханкина, который должен был, олицетворять якобы так называемую гнилую интеллигенцию. Еще более, ярко написал образ интеллигента, но в представлении советской литературы гениальный совершенно советский русский писатель Юрий Карлович Олеша. На эту тему очень хорошо написал громадную статью отличный советский русский литературовед и критик, ученик Юрия Николаевича Тынянова. Кстати, он написал книгу о Тынянове прекрасную. Так вот, он написал совершенно потрясающую книгу о Юрии Карловиче Олеше, о его романе «Зависть». Он написал «Поэт и толстяк», где он говорит, что Кавалеров, один из героев этого романа главных, это изображение интеллигента с точки зрения советского человека. Сам Юрий Карлович не разделял такую позицию, кстати.
надо понимать писателя правильно. То есть в советское время, в советский период, к интеллигенту было принято относиться с неким таким пренебрежением. Вот его величество рабочий класс, соль земли. А это так, гнилая интеллигенция. Вот такое отношение, к сожалению, до сих пор осталось во многих людях и нашего общества, и в новых русских. И вот, понимаете, вот такое происходит. Значит, с одной стороны, пренебрежительное отношение к настоящей интеллигенции, а с другой стороны, любой человек, который работает за письменным столом или преподает в средней школе, он, это значит интеллигенция. А вот те, кто работает на улице, работают, копают землю, колют дрова, пашут землю, они не интеллигенты. Это народ. Это глубоко ошибочное представление с моей точки зрения. С моей точки зрения, интеллигент – это прежде всего независимый человек, который мыслит самостоятельно, независимо от того, к какой социальной прослойке он принадлежит. В свое время, часто бывая в Оренбургской области, в старинном казачьем селе Городище, я останавливался в семье замечательных людей. Хозяином этого дома был Иван Степанович Гелманов. Он был инвалид войны, воевал на Ленинградском фронте, видел, как девочки-прожектористки вмерзали в лед, превращались в глыбу льда, как генерал Карбышев, держа дорогу жизни по льду. Но он там, у него простреленная нога, он инвалид, хромает. И у него была жена, тоже уральская, оренбургская, или, как говорили до Пугачевского восстания, яицкая казачка, тетя Ная. Уже не молодая, тогда мне казалось, я был молодым женщиной, ей было 50 с лишним лет. Но удивительно красивая женщина из казачьей верхушки, ее предки. Они были глубоко интеллигентные люди, с моей точки зрения. Они не кончали, как говорил Чапаев, Василий Иванович, в фильме, где Бабочкина играет, братьев там, Васильевых, я академиев не кончал. Так вот, они не кончали высших учебных заведений. Они были простые люди, простые уральские казаки, потомки тех казаков, которые воевали в войсках Пугачева и Бельяра. И тем не менее, эти были удивительно интеллигентные люди. Их отличала удивительная чуткость. У них отсутствовала присущая многим нашим современникам толстошкурость. Они были удивительно тактичны. Они никогда не щеголяли своими знаниями и образованностью, хотя они по жизни знали гораздо больше. Когда они вспоминали гражданскую войну, та же тетя Ная или Иван Степанович, и вспоминал Ленинградский фронт и дорогу жизни, как по льду озера. Вы понимаете, это были удивительные люди. Я запомнил их на всю жизнь. И я понял, что понятие интеллигенции не складывается от того, из таких компонентов, как «а вот у меня 2 верхних образования», как говорят некоторые, и гордо показывают треугольные значки у себя на ласкове пиджака, на так называемый поплавок или поплавки во множественном числе. А в то же время он хам хамом, жлоб жлобом. Простите меня за ненормативную, может быть, не совсем нормативную сленговую лексику. Он хам, быдло, быдляк, совок вонючий. А он инженер. Простите меня за то, что я говорю резко. И я вот так, я таких людей не люблю. В то же время я среди и инженеров, и среди нашей профессуры встречаю замечательных людей. Посмотрите на наш институт геологии. Посмотрите, насколько там замечательных людей. Посмотрите на наших филологов, вот нашего СГУ, педагогического института. Я могу громадный список перечислить, но просто для экономии времени я этого не делаю. Возьмите, например, хотя бы в пединституте, Ирину Львовну Добрякову, совершенно гениальный, по-моему, преподаватель, или ее мужа Сергея Добрякова, который физик, программист. Или возьмите преподавателя нашего академического лицея, хотя бы Сергея Николаевича Афонина, директора нашего академического лицея при СГУ. Возьмите, глубоко чтимую женщину, уважаемую, Валентину Александровну Витязеву.
Это образец по-настоящему интеллигентной, умной женщины, которую я ставлю в один ряд с величайшими женщинами 20 века, с такими, как, скажем, Маргарет Тэтчер или Нина Берберова. И я не стесняюсь этого сравнения, потому что это действительно выдающаяся личность, выдающаяся женщина, и я горжусь, что она почетный гражданин нашего города Сыктывкара. Она заслуживает гораздо большего, чем звание профессора, профессорских мантий, потому что это великая женщина, основатель нашего Сыктывкарского государственного университета. Первая женщина в мире ректор университета, кстати. Но дело не в этом. Вокруг нас ходит много по-настоящему интеллигентных людей. И в то же время меня безумно раздражает, когда создаются организации типа «Женская палата». То ли это гинекологическая палата-клиника, то ли пионерского лагеря, то ли санатория. Или, например, Конгресс интеллигенции. А кто входит в этот Конгресс интеллигенции, простите? Все люди, которые членами этого Конгресса являются, что интеллигенты? Да ни в коем случае, хочу сказать я. Точно так же, как люди, входящие, скажем, ну, в организацию, там, демократический выбор России, да вовсе они не являются демократами. Им просто нравится играть в политику, потому что они, ну, это модная партия, понимаете, или наш дом России. Да, по-моему, любой дом в этой стране – это русский дом, и все это наш дом России, наш общий дом. Не обязательно для этого так называть политическую партию. Но бог с ними, с политиками, бог с ними, с названиями, хотя название имеет громадное значение. Я хочу сказать о другом, что интеллигентным может быть любой человек, рабочий, водитель такси, кондуктор или водитель самосвана. Важно быть интеллигентом. Я никогда не забуду, как однажды я попал в Ленинград тогдашний, и у меня уже не было денег, и я приехал в дом к своему приятелю Глебу Горышину, известному теперь писателю, и его не оказалось дома. Меня привез шофер такси, ну, из аэропорта. И тогда этот шофер повез меня к себе домой, по дороге показал весь Ленинград тогдашний. Мы остановились у него дома, сели за стол, и потом, поздно ночью, он вышел на улицу, взял машину по телефону, когда я дозвонился до Глеба Горышина, что когда он пришел домой на вторую Пушкарскую, на Малую Пушкарскую улицу, как сейчас помню, он отвез меня домой. Конечно, потом, когда я уже, ну, в Питере прожил 2 дня, там, я там был 2 недели в тот приезд, я обязательно разыскал, конечно, этого замечательного человека, ну, и отблагодарил его по-настоящему, отвез ему гениальный коньяк, подарил ему прекрасные книги, редкие в то время, взял у него адрес. И потом, когда выходили мои книги в Москве, я всегда, ну, мои журналы с моими стихами, книжка моя вышла первая в издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», «Шаги», коллективный сборник, толстый, на правах первой книги. Там 1000 строк было поэзии, моя подборка, моя, там вся книга была поэтическая. Я ему, конечно, послал эту книгу с автографом. Вот это был по-настоящему интеллигентный человек. Еще одна очень важная черта, которая всегда была присуща русской интеллигенции. Понимаете, интеллигенту всегда свойственно передавать свои знания окружающим, и чтобы эстафета культуры, эстафета поколений не прерывалась. Понимаете, свеча должна светить, как говорил Револьт Пименов, покойный Револьт, мой друг Револьт Иванович Пименов. Так вот, настоящий интеллигент, он всегда поддержит, если он литератор, он всегда поддержит молодого литератора. Не по принципу «ты мне, я тебе», а просто видит, что молодой парень пишет. Он еще не знает, хороший или плохой из него вырастет человек. Но видит человек способный, надо поддержать. Музыкант поддержит талантливого музыканта. Ну, блестящий пример этого, пожалуйста, тоже Ростропович, Господи. Скольким молодым музыкантам он помог, и не только отечественным. Он сейчас детям Японии помогает очень многим. Настоящий интеллигент всегда щедр. Он никогда не стеснялся благотворительности и никогда не стеснялся просвещать других, причем не насильно, не читая лекции. И настоящий интеллигент, если вдруг другой произнес неправильно слово,
не там поставил ударение, он никогда его не оборвет, не скажет. А вот в словаре Ожегова или Даля написано вот так. Это глупость. Настоящий интеллигент спокойно скажет. Я знал очень многих по-настоящему интеллигентных людей. Скажем, в том же Ленинграде, Санкт-Петербурге я был знаком с замечательной, я могу назвать это семьей, хотя они не были родственниками, замечательными женщинами. Дело в том, что во время войны, во время блокады, когда город вымирал, то совершенно не родственницы, а три женщины, они объединились, поселились в одной квартире. Было много брошенных квартир, но это была квартира одной из них. И жили там. Это Наталья Викторовна Гессе, сейчас ее сын в Бостоне, очень большой физик. Зоя Моисеевна Задунайская, это автор пересказа прекрасных детских книг, вот итальянские сказки «Три апельсина», Сельма Лёгер Лев, гениальная шведская писательница, «Путешествие Нильса в страну диких гусей» и многих других детских книг. И вот они жили. И еще была Регина с ними, такая маленькая, сутенькая женщина, которая работала корректором в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель». Они жили там дружно, все вместе, вместе пережили блокаду. Эту Регину, как маленькую девочку, в морозные зимы они водили на детских саночках, потому что они уже были преклонного возраста. В этой квартире ленинградской собирался весь литературный Ленинград. Причем не только наши писатели, но когда бывали и зарубежные писатели. Именно в этом доме я познакомился, впервые познакомился, скажем, с Андреем Битовым, с Глебом Горбовским, прекрасным поэтом. Кроме этого, в этой квартире бывал Станислав Лем, с которым я вот разговаривал, как я сейчас говорю с вами, великий фантаст. Был замечательный американский драматург Эдвард Олби или Алби, как говорят американцы, которого я очень люблю. И я вот так с ним разговаривал в квартире, как мы говорили, в квартире у старушек. Мы их в глаза не говорили, но этим их не обижали. Мы об этом говорили между собой. Вот это и есть представители блестящей русской интеллигенции, которая интернационально по своему составу, предки Натальи Викторовны Гессе, немцы, Наталья Викторовна во время Великой Отечественной войны, поскольку ее не выселили, она в паспорте русская, она воевала, выдержала всю блокаду Ленинграда и была в армии в это время, вы понимаете. Это были замечательные, мужественные женщины. Я их запомню до конца своих дней. Я бы хотел, чтобы моим детям встречались подобные люди. Это были замечательные люди, о которых можно писать прекрасные книги, о каждой из них. И еще одно я хочу сказать, что интеллигент настоящий не может быть шовинистом, потому что интеллигенция по сути своей всегда интернационально и даже космополитично, простите меня за это слово. Почему такая тяга в наше время среди людей образованных, интеллигентных, вот, скажем, к эсперанто и так далее, или к тэквондо, там, к восточным единоборствам, не только среди интеллигентов, да потому что интеллигент впитывает все самое лучшее, что есть на свете. И никогда интеллигент не может быть ни фашистом, ни шовинистом, не участвовать в разжигании межрасовой или межнациональной розни. Никогда не может настоящий интеллигент разыгрывать там национальную карту. Это все ужасно. Разжигать или раздувать сепаратизм – это политикан, а не интеллигент. Интеллигентному человеку, какой бы национальности, какого бы вероисповедания, какого бы конфессии он не принадлежал, он не был. Это не свойственно, просто потому, как он сам устроен. Потому что, с моей точки зрения, интеллигент – это прежде всего божеский человек, понимаете, созданный по образцу и подобию Божию. И вот для меня образцом русского интеллигента, например, является Николай Александрович Бердяев, любимый мной философ и писатель, нашего Серебряного века. Вот. Такие люди, как Бердяев, и многие другие. Вот и все, что я бы хотел сказать в этой короткой, такой, в такой филиппике своей частично, что ли, в устном эссе
в нашей короткой беседе, в нашем коротком общении. Вот, пожалуй, все. Она придет, большая доброта, она придет, почти наверняка, как в море сталкиваются два борта, как в темноте встречаются два рта, она придет, большая доброта, она придет, наверное, придет. Мне кажется, она уже бредет по свежезамороженной земле и кое-где свои права берет, рождая неуверенность во зле, и обращает этим зло в озноб. Все это предвещает, в общем, зной, и, попадая под колючий снег, уже не ощущаешь больше дрожь, поскольку снег, он тоже теплый дождь, но только пребывающий во сне, и чувствуешь, любая боль прошла, а не прошла, хоть веришь, что пройдет. Та доброта ко мне уже пришла, быть может, и к тебе она придет.